Здравствуйте! День странников, 24 сентября. Рожденные в этот день странники по натуре, и потому либо любят путешествовать, либо как-то связаны с этим. Тема странствий может служить и метафорой для воображаемых приключений. Людям этого дня очень трудно угодить в семейных вопросах. С ними вовсе нелегко найти общий язык, так как они требуют к себе повышенного внимания. Ум рожденных 24 сентября настолько активен и вкусы столь необычны, что у них часто бывают проблемы личного плана. Хотя некоторые могут считать их чудаками, они тем не менее верные друзья с достойными сердцами. Они позволяют другим почувствовать остроту жизни, что само по себе уже хорошо. А странности бывают, наверное, у всех. Сильные стороны – богатое воображение, упорство, умение отдавать. Слабые – вспыльчивость, неустроенность, неумение сдерживать гнев. Отсюда совет. Ваша кочевая жизнь может быть приятна лишь какое-то время, но потом может и надоесть. Посмотрите вокруг, нет ли в вашем окружении тех, кому хотелось бы зависеть от вас. Не бойтесь использовать свои таланты, выберите что-нибудь одно и придерживайтесь этого. 24 сентября родились советский партийный и государственный деятель Константин Черненко, председатель Президиума Верховного Совета СССР. С помощью Брежнева Черненко совершил уникальную партийную карьеру, пройдя от основания до вершины пирамиды власти, при этом не обладая сколько-нибудь заметными качествами вождя. Константин Усинович стал последним, кого похоронили у Кремлевской стены. Переводчик, поэтесса Лариса Рубальская. У нее легкое перо, стихи просты, прозрачны, мелодичны. Поэтому композиторы любят с ней работать. Как правило, в ее песнях предстают различные женские судьбы. Русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, светлейший князь Григорий Александрович Потемкин. В 1762 году принял участие в дворцовом перевороте, возведшем на престол Екатерину II, за что ему было пожаловано 10 тысяч рублей, 4 тысячи крепостных и чин подпоручика гвардии. Личное расположение Екатерины II, высокое положение при дворе и в государственном аппарате сделали Потемкина могущественным человеком в России. Наша землячка, удивительно талантливая молодая женщина Анастасия Москаленко. Даже сложно посчитать, сколько творческих задач решила она за свою карьеру. Работала на телевидении, режиссировала мероприятия и концерты. Сегодня она творит во Дворце культуры «Современник». С днем рождения, Анастасия! Желаем еще много-много творческих свершений. Ну что ж, это все о 24 сентября. До свидания. Завтра будет новый день.